Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 7 октября. Это у нас будет понедельник. Смотрим на колоде Пасян все знаки зодиака. Начиная от овнов до рыбок, подряд все знаки. Внизу под видео есть тайм-код. Смотрим 7 октября. Понедельник. События дня. Овны. Покажите мне, что у овнов. Смотрим овны. Угу. Деньги. Первое событие. Солнце. Чемодан. Книгу нельзя. Метлу нельзя. Цветочек. Конверт. Весы. Колокольчик. Не вижу. Горизонтали, вертикали не нашла. Получается, у вас будут какие-то финансовые вопросы в этот день. Поступления, переводы и так далее. Хорошее настроение, временная разлука, расставание, исполнение желания, пустые разговоры, болтовня, сложный выбор и получение в этот день. Возможно, получение денег. Так что вот такой, в принципе, хороший день. Благодарю за внимание, овны. Перехожу дальше к тельцам. Так, тельцы, 7 октября. 7 октября, события дня, тельцы. Пока ничего не вижу у вас. Ага, сразу же нашла. Только сказала. Сразу увидела бокал. И вот была еще. Был череп. Я не увидела сразу. 2 события. Берем 2 сердечка. Так. Цветочек. Либо лебедь, верность. Но я цветок увидела, оставляю цветок. Подарок. Будильник. Какое-то уже 5 событие. Друг. 6 событие. И здесь нет. Проверяем горизонтали, вертикали. Ну, я не вижу совпадений. Получается, первое событие – здоровье. Тема здоровья может быть актуальна в понедельник. Болезнь выпала. Может ухудшение быть самочувствием, может быть поход к врачу и так далее.
Застолье, исполнение желания, подарки. Смотрите, застолье с подарками и общение с друзьями. Может быть, у вас с друзьями будет какое-то застолье на определенное время. Будильник часто показывает, что у нас на этот день назначена какая-то встреча, например. И будильник предупреждает о том, что вы можете опаздывать, спешить. Так что правильно рассчитывайте время. Общение с друзьями, проблема со временем и исполнение желания в этот день. Так что много хороших событий. Предупреждение – это время, и предупреждение – это здоровье у вас в этот день. Благодарю за внимание, тельцы. И переходим к близнецам. Так, близнецы. Смотрим, что у вас будет в понедельник. Близнецы, 7 октября. События дня. Покажите мне, что у них, какие события могут быть в этот день. Угу. Убежали карты с машинкой. Дорога, может быть. Ну, сейчас посмотрим, выпадет или нет. Близнецы, 7 октября. Ага, сундучок. Ну, замечательно. Сундучок – это всегда прибыль. Верность. Лебедь. Ключ. Интересно, машинка не получилась из-за ключа. Дорога. Казенный дом. Возможно, дорога отменится. У меня карты, когда падали, обычно это показывает дорогу. Но в вашем случае, возможно, дорога отменится из-за какого-то события. Разочарование. Колодец выпал. Казенный дом, не сказала. Книга. Любовь. Тут два варианта. Еще можно было сделать новость. Но я первую рыбу оставила, оставляю ее. Ой, первую рыбу увидела, говорю, первую рыбу оставила. Значит, рыба – это скользкое дело, а молния – это новость. Поэтому тут, смотря что вы первым увидели. Замочек нельзя уже. Бокал нельзя. Солнышко. У вас здесь и хорошие события, и плохие будут в понедельник. Подсвечник. Здесь нет, и здесь нет совпадений. Получается, из хорошего финансовые поступления, прибыль, посещение госучреждения, открытые двери возможности, ключ. Показывает, что перед вами нет никаких преград. Любовь, верность, все хорошо в личной жизни. Радость, позитив, надежда. И из минуса показывает, что возможно будет какое-то скользкое дело и разочарование. Так что вот два предупреждения на понедельник. Не попадитесь на чью-то удочку, близнецы, чтобы потом вот не было этого разочарования по колодцу. Я благодарю вас за внимание, и я перехожу к ракам. Седьмое октября. Раки. Сразу же корона выпадает, первое событие. Шарики. Хорошие новости.
Возможно, этот человек расскажет вам какие-то хорошие новости. Чашка чая. Метла. Неприятность. Неприятность может быть ссора. Слезы. Негативные эмоции. Ключик. Месяц. Солнце нельзя. Горизонталь, вертикаль не вижу. Значит, смотрите, получается хорошие события. Корона, общение с представителем закона власти. Это может быть там начальник, это может быть госслужащий какой-то, налоговый инспектор, полицейский, ну, в общем, кто угодно. Дальше хорошие новости, гости, открытые двери, возможности, ключ, умение найти выход из любой ситуации. События, которые имеют цикличность, повторяются каждый месяц, тоже могут быть 7 октября. А из негатива неприятность может какая-то произойти в этот день. Переживания ваши, слезы, переживания и небольшая ссора. Может быть, это и есть эта неприятность, эта ссора. Ну вот, к сожалению, видите, есть и хорошие, ну, вернее, и плохие, к сожалению, но есть и хорошие к радости. События такие, как шарики, ключик. В общем, вот такой вот день. 50 на 50. Он, в принципе, у многих знаков такой. Я смотрю, что вот уже 4-й знак, и выпадает одно событие хорошее, одно не очень. Сейчас будем смотреть дальше. Следующие у нас будут левушки. Смотрим, что у вас. 7 октября. События дня, львы. Любовь, первое событие. Друзей нельзя соединить. Печаль, колодец. Сундук. Опять же, колокольчик уже нельзя. Дерево и шарики. Весы. Свиток. Ключ. Неприятность. Какая-то неприятность у многих выпадает. Может быть, это какая-то одна общая будет. Значит, бокал нельзя. Здесь нет, и здесь тоже нет. Рассказывай, что я вижу. Я вижу любовь. Это обозначает, что все хорошо будет у вас в личной жизни в этот день. Возможно, она появится, если ее нет. У вас все хорошо будет с финансами, финансовые поступления. Будет какой-то выбор, вы будете стоять перед выбором. Приглашение будет, деловая встреча может быть, хорошие новости, ключ, открытые двери, возможности. То есть классное событие.
но и одна, как бы, скажем так, два события негативных. Это неприятность и разочарование. Ну, то есть происходит какая-то неприятность, и вас это очень сильно расстраивает. И, кстати, вот опять же, повторяюсь, кто вот, если кто-то смотрит с первого знака, это почти у каждого знака. В целом события классные, но идет какая-то неприятность. Прям дальше посмотрим, интересно, будет или нет. У меня уже ощущение, что это как будто одна какая-то общая неприятность. Ну, сейчас посмотрим. Так, Лёшки, благодарю за внимание. Я перехожу дальше к девам. Сейчас будем с девами смотреть, что за события. Девы. 7 октября. 7 октября. События дня. Девы. Понедельник. Колокольчик. Первое событие. Подсвечник. Цыпленок. Сейчас еще проверю горизонтали, вертикали. Горизонтали нет, вертикали смотрим. Нет, нет, не вижу, не вижу и не вижу. Но я больше не нашла совпадений. Увидела только 3 события. Первое показывает, что у вас с кем-то будут пустые разговоры, болтовня в понедельник. У вас будет надежда, на что-то будете надеяться в этот день. И будет какое-то событие, связанное с детками, с семьей. Цыпленок. Ну, чаще это даже дети, внуки. Нужно там, допустим, позаботиться, поухаживать, сделать вместе уроки, куда-то там сводить, сходить и так далее. Так что, ну, такой какой-то обычный спокойный день. Ничего не особо хорошего, не особо плохого у вас не выпало. Благодарю за внимание, девы, и переходим мы к весам. Так, весы. Весы, 7 октября. События дня, весы, 7 октября. Угу. У вас первое событие машинка, это дорога выпала. Дорога, сейчас смотрим еще. Победа, флаг. Возможно, какая-то удачная поездка, может быть. Разочарование. Сильные какие-то эмоции негативные тоже могут быть. Деловая встреча и рядышком деловой разговор. Встреча, общение на этой встрече о чем-то. И смотрите, рядом ложится победа. Возможно, вот эта встреча будет результативной. Печаль будет из-за ссоры с кем-то. Метла — это ссора. Замочек, открытие информации, тайны, секрета. Возможно, вот на этой встрече вам откроют какую-то информацию интересненькую. Любовь, 2 сердца.
ожидание. Ну, тут опять же два варианта. Здесь можно и соединить деньги, мешок, и можно соединить корабль. Видите, и так можно. Ну, я увидела корабль, соответственно, оставляю его. Угу. Цветочек исполнения желания. У вас прям дерево нельзя, событий, как из рога изобилия насыпали нам с вами. Так, сейчас есть еще по вертикали, есть еще время. Ну, тут понятно, со временем может быть беда, потому что прям надо, чтобы день был расписан чуть ли не по минутам, чтобы все это успеть реализовать. Так, ну здесь я не вижу. Смотрите, значит, что получается, что я понаходила здесь. Дорогу, возможно, будет поездка, будет победа какая-то, деловая встреча, деловое общение, разговор, открытие секретов тайн, любовь, исполнение желания, ожидание тоже может быть. Ожидание, и будильник выпал. Смотрите, как может проиграться еще будильник, замок и корабль. Показывает, что вы можете куда-то приехать, там будет закрыто замок и придется ждать. Вот как вариант могут вот так проиграться. Ну, будильник — это вообще предупреждение о том, что со временем будет какая-то проблема. То спешите, то не успеваете, то что-то перепутали, то там не так назначили. То, в общем, по времени тут будьте осторожны. И плюс еще минусом выпадает ссора и разочарование. Вот это вот у вас получится два таких минуса. Время и ссора с кем-то. Ну, все остальные события, в принципе, плюс-минус хорошие. Ну, даже есть, видите, цветочек, сердце есть, победа есть. Так что, опять же, как у многих знаков, я бы сказала, день такой 50/50. И хорошее, и плохое есть. Благодарю за внимание, весы. Переходим дальше к скорпионам. Скорпионы, 7 октября, понедельник, события дня. Первое событие — дом. Успех. Череп нельзя. Деньги. Неприятность. Дерево. Цыпленок. Рыбу нельзя. Угу. Солнышко еще есть. Но здесь нет. Значит, рассказываю, что я понаходила здесь. Успех вас ждет в делах. Какие-то события, связанные с домом, домашние дела. Общение с семьей, с детьми. Приглашение куда-то. Хорошее настроение, события, связанные с финансами. Тут могут быть как поступления, так и расходы, траты, покупки в этот день. Вроде бы, казалось бы, классный день. Какие-то покупки, приглашения, хорошее настроение, успех на работе. И на тебе неприятность. Одно событие негативное. Но, как я уже заметила по другим знакам, а уже вы у меня 8, скорпионы 8 идут, неприятность выпадает практически у каждого. Поэтому у меня возникает все больше ощущение, что это все-таки какая-то такая, знаете,
общая неприятность, а не конкретная каждого отдельного человека. Потому что у многих события хорошие и неприятность. Ну, вот как-то так. Посмотрим, конечно, интересно, как проиграется 7 октября. Поживем, как говорится, увидим. Благодарю за внимание, Скорпионы, и я перехожу к Стрельцам. Седьмое октября. Стрельцы. Ой, упала. Еще раз, значит, Стрельцы, 7 октября, понедельник, события дня. Угу. Тайная встреча, первое событие. Прибыль. Роза, свидание. Угу. Солнце, радость. Подкову нельзя. Верность. Здесь не вижу. Значит, смотрите, тайная встреча у вас может быть в понедельник, финансовые поступления будут, будет свидание или просто приятная встреча с кем-то, ну и хорошее настроение. На этой приятной встрече у вас поднимется настроение. И могут быть гармоничные отношения в паре, может быть даже какое-то событие. Так что, может быть, смотрите, тайное свидание, это может быть тайная встреча. Может быть, там любимый человек для вас готовит какой-то сюрприз. Потому что часто вот именно лебедь показывает какое-то вот прям событие. Мы вместе там идем на свидание, в кино, у нас там годовщина какая-нибудь, вот такое что-то может быть. Ну, в принципе, у вас день хороший, все события классные. Благодарю за внимание, Стрельцы. Перехожу я к Козерожкам. Угу. Конверт, Козероги. Бабочку нельзя. Угу. Неприятность. Книга. Месяц. Победа. Тайна. Машинку нельзя. Угу.
Получается, первое событие у вас получение в этот день, конверт. Что-то будете получать. Казенный дом выпал. Возможно, в казенном доме какое-то получение. Победа. Событие, которое имеет цикличность. Возможно, вы там раз в месяц ходите в казенный дом что-то получать. Победа может показать, что все пройдет очень хорошо для вас, результативно. Дальше может открыться какая-то тайна, секрет, информация. Казалось бы, да, вот все события хорошие. И неприятность. Одна неприятность. Так что вот такое для вас предупреждение. На этот день все хорошо и одна неприятность. Смотрим дальше. Дальше у нас будут водолеи. Седьмое октября, водолеи, понедельник, события дня. Удача. Подарок. Не сказала, тут где удача, цветочек уже нельзя было соединить. Вот еще есть друг. Пропустила. Месяц. Успех. Змея. Кто-то может завидовать вашему успеху. Так, ну здесь нет. Значит, смотрите, получается, в этот день вас ждет удача, подкова на вашей стороне, удача на вашей стороне, общение с друзьями, подарки, успех в делах, в работе, события, которые имеют цикл, цикличность, будет повторяться, происходить. И, возможно, вы столкнетесь с человеком, у которого длинный острый язык. Потому что змея часто показывает кого-то, кто на нас, к нам имеет какие-то претензии, шипит на нас. Так что, ну, либо просто завидует. Такая вот информация для вас. Ну, у вас тут, видите, ничего плохого не выпало, ну, за исключением змеи. Смотрим дальше. Дальше у нас остаются рыбки. Сейчас будем разбираться с рыбками. Седьмое октября. Понедельник. Рыба. События дня. Дерево приглашения. Деньги. Чемодан. Рыба. И тут еще был подсвечник.
книга. Кровать нельзя. Любовь. Любовь и верность рядышком выпали. Прибыль, деньги. Свидание. Удачу нельзя. Здесь нет, и здесь нет. Значит, смотрите, рассказываю. У вас точно все хорошо будет в личной жизни, потому что выпала и любовь, и верность, еще и свидание. Поэтому личная жизнь заиграет какими-то яркими красками в понедельник. Свидание, кстати, может еще показывать просто приятную встречу. Тоже имейте в виду, это может быть приятная встреча. Дальше у вас выпадает плюсик по деньгам, потому что выпадает прибыль в сундук. У вас приглашение может быть, и, кстати, еще и мешок с деньгами. Здесь может быть либо два источника дохода, две прибыли, либо это будет прибыль, а это расходы. Может еще так быть. Казенный дом – это посещение госучреждения, надежда, ну, может быть, надежда на решение каких-то вопросов, временная разлука, расставание с кем-то, чемодан. И единственное предупреждение вам выпало из такого количества событий огромного – это рыба. Рыба всегда говорит о… Ну, она как бы предупреждает о том, что вы можете стать жертвой там каких-нибудь мошенников, аферистов и так далее. Поэтому, пожалуйста, будьте начеку. Еще как вариант, знаете, как можно было прочитать? Вот, например, свидание, любовь выпадает, а подсвечник рыбы – это могут быть, например, романтическое свидание, а рыба, ну, просто вкусная рыбка какая-то, морепродукты. Даже вот так может проиграться у кого-то. В общем, пусть вот эта рыбка будет у вас вкусной рыбкой, а не мошенниками в этот день. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.